Долгожданная премьера в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. После успешных постановок в разных театрах страны «Белое облако Чингисхана» добралось и до уфимской сцены. Переработанную Еленой Баранчиковой притчу из произведения Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» для башкирского зрителя перевел Олег Ханов. Режиссер-постановщик спектакля Мусалим Кульбаев. На премьере побывала Айгуль Усманова. Лаконичной сценографии выдают еще одного главного, помимо Чингисхана, героя. Это конь. Конструктивистское решение художника Альберта Нестерова, сопровождающий весь спектакль, позволяет ему менять ипостаси. Конь – олицетворение великой степи. Это жажда завоеваний, мечты Чингисхана о мировом господстве. Порою конь превращается в Троянского, и зритель сопереживает великому Кагану в исполнении Хурматылы Утяшева, которого подстерегает коварство близких, преследует предательство друзей. Но прежде конь был опорой Чингисхану, и даже небеса ему благоволили. Ибо здесь правит гумилевский пассионарий в очертаниях белого облака, которое защищает и направляет великого завоевателя. Каждым спектаклем я ищу, конечно же, свою следующую ступень. Для меня очень важно не повторяться. В этом произведении я хотел бы как можно органичнее вплестись все-таки скажем, ветер степи, Монголии, и хотел найти такое звучание, чтобы это как ветер было. Вроде как бы ее не видно, но ощущаешь или его тепло, или нежность, или как ураган сметает, и чтобы это было, насколько возможно, органично и вплеталось в ткань спектакля и не мешало, где-то и помогало актерам. Но на фоне кровавых войн и великих амбиций случилось маленькое человеческое счастье. У возлюбленных воина-сотника Эрдене из Златошвейки Дугуланг рождается ребенок. Тем самым родители нарушили приказ Чингисхана, запрещавший до победоносного завершения похода на запад женщинам, следующим в обозах, рожать. Миновать гнева владыки степей не удалось. Молодых казнили в назидании другим. Но на полководца прогневались небеса. Рассеялось белое облако Чингисхана. Этот спектакль сопровождает удивительная музыка. Под эту музыку представил в те времена, те события, вошел именно в тот момент. Очень хорошо поставленная режиссура, мне очень понравилось. А посмотреть спектакль, мне захотелось действительно взять книгу Чингиза Айтматова и прочитать не только Плаху, а все остальные другие произведения, потому что действительно тронула именно драматичность произведения. Айгуль Усманова, Тимур Каюмов. Новости, Уфа.